С августа текущего года пенсионеры Абхазии перестали получать пенсии по банковским картам. Выплаты осуществляются исключительно в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. Такое решение было принято в связи с тем, что держатели банковских карт незаконно обналичивали пенсии умерших родственников. Таким образом, на сегодняшний день ни абхазская и ни российская пенсии по банковским картам не выдаются. Безусловно, это вызвало большие очереди людей у банков. Выплата пенсии в этом месяце началась с 16 числа. Побывав в нескольких отделениях Сбербанка, мы обнаружили, что очередей практически нет. Для улучшения качества обслуживания пенсионеров и, соответственно, уменьшения очередей в период выдачи пенсии, Сбербанк открыл дополнительные кассы. За день одна касса может обслужить до 400 человек. Мы открыли в городе Сухум на Красном мосту, улица Эшба 167, в районе Бзыба. И потом мы еще добавили наших доп. Офисов, которые у нас до этого работали, персонал увеличили практически в 2 раза. Если раньше наших пенсионеров обслуживали 11 человек, то сейчас их будут обслуживать только в городе 22 человека. Я думаю, наши пенсионеры будут быстрее получать пенсию и не будут скапливаться, и не будут создаваться больших очередей. Что касается графика выдачи пенсии, если ранее выплаты осуществлялись по районам, то сейчас пенсию выдают по 6 возрастным группам, вне зависимости от места проживания. Гражданам до 1940 года рождения пенсию выплатят 16, 17, 18 сентября. Пенсионеры 1941-1947 годов рождения выплаты получат 21, 22, 23 сентября. 1948-1950 годов рождения 24 и 25 сентября. Родившимся с 1951-1953 годы пенсию выплатят 28-29 сентября. Граждане 1954-1956 годов рождения пенсионные выплаты получат 2-3 октября. И люди, родившиеся с 1957 года и выше, пенсию получат 5 октября. Почему все это сделано? У нас получают российскую пенсию более 30 тысяч человек, потом еще получают абхазскую пенсию, и еще количество людей увеличивается. Если мы эту пенсию будем зачислять в первый день, то у нас произойдет коллапс. Наши 5 офисов и плюс еще офисы по районам, там 7 офисов у нас еще, они не смогут такое количество людей обслужить первый день. Поэтому мы сделали так, что граждане будут знать каждое свое число и тихо, спокойно, без очереди, будут получать свою пенсию. Сбербанк запустил единую базу данных пенсионеров. Данная программа позволяет пожилым людям получить пенсию не обязательно по месту прописки, но и по месту фактического проживания в любом дополнительном офисе Сбербанка. Также Сбербанк осуществляет выдачу пенсий выездными операционными кассами в 35 селах республики, там, где проживает особая возрастная категория людей, которые не могут сами добраться в офисы банков. У маломобильных пенсионеров есть возможность оформления доверенности на своих родственников, и многие уже пользуются такой услугой. Еще хотелось бы обратиться к нашим пенсионерам, чтобы они не переживали. Те деньги, которые поступают на их счета, они всегда лежат на их счетах. Не обязательно приходить утром рано. В любое время можно подойти. Банк у нас работает с 9 до 6, могут подойти в любое время. Утром скопление людей больше, поэтому люди, которые тяжело переносят жару или у кого-то давление, могут прийти чуть попозже. После обеда практически очередей нету. Поэтому нет необходимости, чтобы люди приходили утром рано. Запрет на выдачу пенсий по банковским картам, как известно, носит временный характер. Как только этот вопрос будет решен положительно, выплата пенсии будет осуществляться в прежнем, более удобном режиме. Аля Катрапшина, Алла Гухава, Абхазское телевидение.